По поводу чеченской сдержанности, у меня однажды была затруднительная ситуация во Франции, и моим адвокатом стал чеченец. Я считаю, что это был самый правильный выбор, который я когда-либо сделала. И когда я удивлялась, думаю, ну как так он может быть на несколько шагов, всегда он впереди. А потом я себе отвечала, ну это называется мудрость. А однажды после заседания суда он просто изматывал противников в первую очередь своим хладнокровием. И вот однажды после заседания суда в огромном коридоре с такой хорошей акустикой, это старинное здание, подбежал адвокат противной стороны, он низкого роста и такой крепкий мужчина в черной мантии. Мантия такая у них синтетическая, и она издает определенный звук при движениях. И он начинает прыгать перед моим адвокатом, чтобы допрыгнуть, чтобы докричаться, и кричать ему в лицо угрозы. Я смотрю, я сейчас говорю о молодом человеке, да, ему чуть-чуть за 30, я на него смотрю, я вижу, что он глазом не моргнул, не повел бровью. То есть вот даже, какой-то естественной реакции, да, отойти как-то, отстраниться, я в нем не увидела. Я подумала, конечно, вот, пожалуйста, сдержанность, военное хладнокровие я тогда увидела. Ну, и, конечно, этот суд был выигран в итоге. И что вот я еще заметила, у него очень четко, он не следовал за какими-то моими, естественно, я эмоционально относилась, потому что это был очень важный для меня момент, но я поняла, что он не следует за моими эмоциональными какими-то просьбами, вопросами, но он четко видит, где справедливо, а где нет. Вот это я видела. То есть на самом деле ничего не надо было объяснять. Это был, да, вот такая у меня была встреча, и я думаю, что я очень много качеств вот увидела в одном человеке. Ну, поздравляю, значит, вам хороший адвокат попал. Очень, очень, да, спасибо.